Дорогие друзья, возобновляю свои серии интервью. Сегодня у меня интервью с человеком, с которым я искренне восхищаюсь, удивляюсь. Это, значит, продюсер, шоумен, рок-музыкант, телеведущий, радиоведущий, член Союза журналистов России. Плюс к этому певец, значит, эстрадный вокалист, ведущий мероприятий, всем хорошо известный Иван Тарасов. Ча, здорово. Джерри, Иван, Капся, Лянтус Кунан. Может быть, кто-то тебя, все тебя видели все равно. Где-то по телевизору, на свадьбе, где-то в Якутии тебя все знают. Но хочется узнать поподробнее о тебе, о твоей биографии, твоем детстве, твоем творческом пути. Хотя ты человек довольно молодой, но все равно это уже достаточно серьезный путь уже прошел. Давай сначала начнем с детства. Ну, у меня детство, как у всех, у советских мальчишек. В советское время, получается, я родился, в школу пошел, был активистом школы, президентом школы. У меня вообще счастливое детство было. Детство всегда вспоминаю, и детство со мной всегда. И вот как активный, человек с активным как бы позицией, себя позиционирую вообще с самого рождения. Но бывает такое, что люди помнят себя с детсадовских времен, с школьных времен, да. А у меня так получилось, что у меня память, вообще осознанная память, что вообще вокруг происходит, у меня начинается с 1,5 или с 2 лет. Оттуда я помню как бы детально все важные моменты. То есть эмоциональные моменты, когда вот бабушка читала сказку, романы Дюма, Жюль Верна, Дойла, там все вот эти классическую зарубежную литературу, и не только, и, конечно же, великих наших якутских классиков, писателей. Вот оттуда у меня началось восприятие вообще всего происходящего мира. В нашей семье у Тарасовых была и есть очень большая библиотека, которые мы со своим старшим братом, с Николаем, чуть-чуть поделили потом, да, но основная часть все равно она находится в отчим доме. Вот эта библиотека, некоторая часть сейчас находится здесь, в поселке Хатасы. Это, получается, вторая моя родина с 2000-х годов. Сейчас мы с семьей здесь живем, детей воспитываем, работаем, туда-сюда бегаем. И я счастлив, что живу как бы в городе и как бы в деревне. Да, и здесь вот это один из якутских поселков на Великой долине Туймада, где сразу ощущается, что это действительно якутская деревня. Вот, это все идет всегда с детства, потому что я, как говорю, у меня счастливое детство было. На сцену я впервые вышел еще в детсадовском возрасте, исполнил песню «Сахам хелин таптыбын», да, «Мин сахам серигер», и из-за того, что я с детства любил читать книги, в основном я начинал читать именно русскую литературу и зарубежную, потому что бабушка все это мне рассказывала. И летнее время у нас как бы по программе обязательно должны были, как нормальные, настоящие деревенские пацаны в город Якутск, чтобы здесь проводить лето. 2 недели, 3 недели. У дяди Спиридона Петровича Ларионова мы с 88 или с 89 здесь в городе летом на дачах, вот, улица Петра Алексеева, дом пенсии, моя летнее как бы детство проходило там. И поэтому я с детства люблю город Якутск, долину Туймада. Я видел это советское время, видел 90-е, когда бесплатные сараи ездили набитые, видел Арбаты, зеленые рынки, я видел, когда закрывали по улице Ленина, там возле центрального кинотеатра, там
разворачивался рынок. И вот это все я видел. В детстве играл там с городскими моими друзьями. И поэтому первая цель была такая, что поступить сразу в Якутский государственный университет. Вообще мои родители хотели, чтобы я стал вообще-то прокурором, потому что я имя ношу моего прадеда, первый прокурор Заречья, Иван Петрович Масоркин такой жил. До войны он, к сожалению, в молодом возрасте скончался, похоронен у нас в поселке Дерин, это центр совхоза Эрлигористин. Чоропчинский улус. Чоропчинский улус. Совруня электrodинатах. Такой вот по численностью населения тогда и даже до сегодняшнего дня она является вторым наследом по размеру. Так. Да, Ой, очень интересно. Вот, Да. ладно, из тебя хотели сделать прокурора. Как ты вот в творческую стезю повернул? Не, ну творческая стезия у меня. Вообще культура, Да, вот творчество, как тебя? здесь с детства я любил музыку. Да, и слушали мы пластинки, как все тогдашние дети, слушали сказки, рассказы на пластинках. Там, всегда там очень качественные тогда были вот эти произведения, да. И я вот с бабушкой слушал. Вот, И факультет же был историко-юридический тогда, да, вот, когда ты поступал. Да, вот в 96-м или 95-м году решил, что я стану все-таки историком, а именно историком-археологом. И музей, как бы хотел работать в музее, потому что меня это очень интересовало. Детская энциклопедия к этому меня подвела. И я как-то своему деду сказал такие слова, что история-юридический факультет я буду поступать, но точно не сказал, в каком направлении, юридическое или историческое. Потом все-таки родители поняли, когда я в 10 классе занял первое место в Олимпиаде историков в Чоропчинского улуса, что все-таки этот человек станет учителем истории или археологом или научным работником. И вот я уже, получается, с детства знал, что у меня будет образование историческое. Почему-то так, других таких вариантов у меня не было. Хотя были предложения. В 8 классе я поступил в ВШМ, высшая школа музыки. Меня хотели взять в интернат-школу в Чоропче. Я хорошо бегал, в основном стайерские дистанции от 1000 до марафонского, как бы полумарафон там, да. И поэтому хотели взять музыкальную школу майского наследия, то есть в Мигно-Кангаласском. Ну ты диплом историка получил. Да, получил. И работал по специальности? К сожалению, я учителем истории поработал около 3 лет. 2,5 года получается. В 18-й школе города Якутска. У нас с тобой очень похожая биография. Я Да. тоже закончил музейный факультет и 3 года отработал в музее. Вот. Круто. Я вот в музеях не работал. Ну, по специальности, Да, короче. ну как педагог работал. Так, и потом, когда начался рок-н-ролл? Рок-н-ролл у меня уже с студенческих лет начался. Вот как-то я долго холостым не походил. И уже в 3-м курсе мы образовали семью. И пришлось кормить семью, получается. Да. Человек же должен где-то работать. И я посчитал, куда идти. Я как-то неплохо исполняю песни. И я пошел на прослушивание театра эстрады. И поступил к ним на работу на 0,5 ставок в 2004 году, потом в 2005 году полностью там стал артистом. Артистом первой категории, потом высшая категория, я дорос до мастера сына. Получается, это цех у меня был Юрия Платонова, это народный артист нашей республики, заслуженный артист РСФСР, педагог, профессор, ну, большой человек. В честь которого сейчас назван театр эстрады. И он пел на моей свадьбе. Вел мою свадьбу, да. Он сам говорит, вел, но там был 2 ведущих. Это был целый его концерт. Это было великолепно. Да, вот это счастливое, как бы, время студенческое, да, и ты работаешь, зарабатываешь, и причем не как охранник, не как там какой-нибудь там что-то продаешь, там, да, предпринимательство, а именно творчеством занимался. Поешь и за это получаешь зарплату. И я параллельно начал работать в школе, параллельно начал работать в ночных клубах, в ресторанах, был арт-директором культурно-развлекательного центра Мусхая,
был тоже как бы ночным диджеем у атласовых Атыхая, да. Еще много где работал, еще последнее место вот, в качестве управляющего арт-директора это фирма Шамаева «Дуэты» премиум класса. Я тоже там больше года, по-моему, проработал. Там работали, и работа была очень интересная, потому что там музыканты и арт-группа, это все были выходцы из Москвы, как бы выпускники джазовой академии, выпускники джазовых училищ, и музыканты даже были там ученики самого Евгения Хафтана, это крутая группа «Браво». Так что вот я такими музыкантами работал. Ну, видишь, я так понимаю, что вот прежде чем заняться творчеством и что-то самому начать говорить, да, Ага. надо накопить какую-то опыт. насмотренность. Да, Я вот, например, меня считают там блогером, да, ага. я пишу, но перед этим у меня же было очень много разговоров с огромным количеством людей. Да, обязательно надо. И потом вот этот весь, я же получил от них какое-то количество гигабайтов текста, Угу. вот в начале 2000-х. И где-то в конце 2000-х я начал вот писать какие-то сам тексты, потому что мне нужно было загрузиться, получается. Да. Потому То что... есть, я так понимаю, это у тебя был такой период. Ну, Ты знакомился с людьми. Да, до сих пор она делится. Вот. Ну вот те 2000-е годы, да? Да, получается. И Какое-то накопление вот этого какого-то багажа, мне кажется. Да. Его надо пройти. И одна из моих вот таких желаний это поработать на нашем радио. Вот, якутское радио, Сахарадио, это сейчас Тятим Сахарадио так называется, да? Потому что радио у нас было с детства вообще, с пеленок получается. Бабушка, дедушка всегда слушали радио, я знал все передачи, «Пятницу тюдум бегай», где этих Николай Чор, многие, Николай Максимов, да, вот этих легенд я вот слушал, любил слушать именно радио с своими родителями. И поэтому как-то по воле судьбы я туда попал, стал редактором в 2017 году, получается. А до этого работал в общественных началах. «Ты на Дорхон», если вы помните эту передачу, эта передача 3 года, она вообще не финансировалась. Это мы своим... Ты расскажи лучше, как передача «Ты на Дорхон», как она вообще появилась? Про Алексея Басулаева, да. Расскажи лучше, как она появилась. Меня вот пригласил меня Евгений Тазидинов к себе на студии и говорит, есть такой человек Алексей, и у него есть канал кабельный. Я такой, да. И он ищет человека, который будет заниматься музыкой, и там будет какая-то музыкальная передача или музыкальный канал, там, да, это же кабельное телевидение. Да, да. И он сказал, ты подходишь, типа, да, я рекомендую тебя. Я так подумал, ух, ничего себе, частное телевидение, там, и я с тобой тогда познакомился, и ты мне показал. Вот, оказывается, звезды вот, сейчас, в Америке. Да, выкладывают свои видео очень живого пения. Живого пения на YouTube. Это выглядит классно. Да, я послушал, и я там увидел, что когда в студенческие годы я учился, в 2003 или 2002 году был концерт в Сентитеве. Там Сентитев, Алексей Егоров на баяне. И вот эта музыка мне так понравилась, Дагарян, и вот, всего основные два инструмента, гитара и баян, да. И подумал, да как соединить, кто у нас самый лучший баянист? Взял мою идею, ушел с ней на МВК и вообще про меня забыл. Я думаю, я ему зачем это все, думаю, ну когда я посмотрел, и настолько было классно сделано, и настолько это было сделано точно, вот как я хотел. Времени. Нет, вот американское телевидение, это по тем временам я сам был очень наивный. Американское телевидение, американские звезды, там, миллионы долларов, это же сложнейший продукт. Да, это шоу-бизнес. Я просто в то время в силу своей неопытности вот пришел, сделай давай так. Да. Ну вы настолько точно это смогли вот это передать, столько, это же сколько каналов звука, надо все сводить, с нескольких камер снимать. Да, это надо... Короче, реализовано было настолько классно, и я так этим восхитился, что я хоть какое-то отношение имею к этому продукту. Что я сказал, Ваня молодец, и я вот тогда тебя зауважал, что ты не просто там это...
поговорили и разошлись, как у нас часто бывает. Ага. Да? Взялся и 10 лет или сколько ты тащишь 10 этот проект. 10 лет. И не отпускаешь. Сейчас 11-й год получается. Да, и ты сейчас его выводишь на новый уровень. Да, вот, к сожалению, наш друг Вася Еремеев вот, почти же скончался, и вот в честь дня рождения мы решили все-таки смонтировать. Там оказалось, когда монтировали вот с Александром Лукиным, который он непосредственно снимал, все происходило вот в этом в павильоне Сахафильм, и там использовали, оказывается, кинокамеры Blackmagic, первые города Якутска. И поэтому качество до сих пор оно такое крутое. Да. И над звуком работал Евгений Таздинов. Там одна всего лишь дорожка идет. Это надо было там же все это настраивать четко, да. И два музыканта, и восхитительно поет свои песни Вася. И таким образом увековечил. Да, его. вот, к сожалению, Вася это полностью, к сожалению, не увидел, но это осталось историей. Еще вторая часть выйдет, там Ярослав Егоров. И Кирилл Третьяков. Кирилл, здорово, там на баяне играет, то есть на гитаре играет, на баяне, опять же, Кеша Готовцев. Вот с этим материалами он пошел в НВК, чтобы смонтировать. И не нашел человека, потому что, оказывается, в этой сфере я никого не знаю. Вот киношников чуть-чуть знаю, да, но они же в основном как бы снимают или там своими большими глобальными проектами заняты. А вот видите, сейчас... Ну, получается, на сегодняшний день ты пришел, значит, начал с музыки с эстрады, перешел радио, телевидение, и каким-то образом ты сейчас пришел в сферу телепродюсирования, Ютуба, создания своего продюсерского самостоятельного центра. Так я понимаю. Да, так и должно работать, потому что сейчас специалистов хватает у нас в республике. Очень много у нас светлых голов, но, к сожалению, они все заняты по разным как бы проектам. Некоторые проекты нашей республики, федеральные, международные проекты есть. Времени всегда не хватает. И, как говорят великие, что время это самое ценное. Не деньги, не это, а именно время. Но если все это скоординировать вовремя, да, и чтобы была там коллаборация, и все понимали, куда идут, тогда контенты они будут выходить. Сейчас вообще проблема национального контента очень серьезно стоит. Потому что мир глобален, сейчас все цифра, интернет быстрый, да, и мы все-таки жители республики должны тоже выдавать, и по качеству они не должны уступать вообще всему миру. Мы уже должны перестать думать, что мы какие-то там аборигены или там иностранцы лучше нас делают, да, вот, контенты. У нас контенты очень крутой. 100%. Я абсолютно согласен. Это круто. Я вот даже если посмотреть, допустим, «Тайна Чингисхана» фильм, да, ну, всем не понравилось, даже мне не понравилось. Действительно, это попытка такого большого, как бы, глобального проекта, она, честно говоря, провалилась. Но там я увидел и восхитился кадрами работ наших кинооператоров. Там вообще супер. Там как степь передана, и вот это движение камеры, она рассказывает, что именно вот так должно быть. Так что вот Андрей Савичу и команде спасибо большое, что вот именно тут можно посмотреть, так как бы провально, да, это... Семен Аманатов и Юра Бережнов. Да, вот они крутые. Да, они до сих пор самые крутые. Да. Вот, до сей день таких операторов там, по-моему, у нас еще не появилось. Ну, Да. пара-тройка, может И быть. поэтому у нас вот проблема возникла, что вот такие кадры, они как бы разбрасываемся мы такими кадрами, получается, да, вот республика, ХГР, специалисты. Мы как-то должны найти общий язык. Да, мы все личности, у всех своя правда, но истина всегда одна. Мы же не спорим, что солнце не круглое. Короче, координаторской, продюсерской работы не хватает. Да, по-моему, так. Ага. Я Не, тоже- по-моему, я здесь тоже с это тобой точно. согласен. И в некоторых вещах я боюсь, да, могут нам дать такую программу, проект глобальный вообще, который на сегодня мы не сможем это решить, воспользоваться не сможем. Мы должны готовиться к этому, да, все специалисты культуры, начиная людей, которые таскают провода, можно так сказать, да, чтобы это как один организм все работало. И вот мы с Анатолием Анатольевичем вот собрали команду, и тебя тоже пригласили, потому что я люблю вообще смотреть со стороны иногда. И смотреть и на вещи, как житель города, как житель деревни, как житель джунглей, как житель пустыни, как житель Арктики, как житель вообще с разного ракурса.
Почему-то у меня так, потому что образование историческое, нарративы я люблю, и контру люблю, смыслы люблю. Хорошо. Дальше будем обсуждать культуру Якутии. Ну что, мы взяли другие микрофоны. Ты же золотой микрофон 2022 года. Да. А эти микрофоны, они золотые или Да, обычные? они вообще сверхзолотые. Я люблю микрофон с детства. Говорят, я когда был ребенком, да, любил петь песни, держа в руках открывашку. Вот задом наперед, и она превращалась типа в микрофон. И я пел разные песни на русском, на якутском. Ну, так мне родители рассказывали. Не, ну Я сам тоже помню. серьезно, это же большая награда, золотой микрофон. Это за какие достижения ее дают? Ну, я как редактор радио, там, ну, получается 300 передач ты на Даргон. Еще я на радио инсценировки. В общем, это чтение, Оскар в сфере якутского радио. журналистики, наверное. Радиожурналистики. Да. Ясно. Ну, теперь перейдем к сегодняшнему, текущему дню. Да. Сахалэта хатугу ляли хамны гидяран. Чем ты на данный момент занимаешься? Какие проекты сейчас у тебя в реализации? Расскажи немножко пару слов. Ну, во-первых, мы недавно открылись, арктическая медиакомпания ЧА, студия ЧА внутри находится, и у нас очень много направлений. Ага, и один из самых важных направлений, мы считаем, это наша якутская литература. Я вот когда работал на радио, все время искал для себя современника. Но каждый человек, наверное, ищет себе писателя. Мы же не знаем, какие вот предпочтения есть у читателей, но каждый человек выбирает себе автора. Кто-то Толстого любит, Гоголя любит, из классиков, да, Достоевского. Вот мой любимый писатель — это Василий Яковлев Далар. Я практически всю прочитал, перечитывал. Тулая Хого Тыгындархан — это великие произведения, и его вот сборник рассказов Керен и Муя. Вот, над ними я еще работаю сейчас вот в сфере аудиокниг. Да? И я познакомился с новыми авторами. И 3 года тому назад ко мне вышел замечательный писатель, начинающий в то время, да, ну сейчас уже знаменитый, получается, Александр Амбросьев Сайлыкола. Сейчас он участвует в всяких вот литературных конкурсах и всегда побеждает первые места. И вот, кстати, вот на днях вышло вот, перевод на русский «Арма». Перевел его Алексей Амбросьев Сенмунду. Ну, получается, да, братья Амбросьевы. Наш известный писатель, и у него еще сын сценарист. Да. Вот. Они все родом из Сунтарского Луса, село Керестях. И мы вот автор и люди, которые продвигают это произведение, хотите вручить. О, вот. Спасибо огромное. Один из первых О, вот, выпусков. спасибо. Я же тебя прямо просил. Да. Очень. Вот сегодня только. К сожалению, я вот пока не знаком с творчеством Александра. Очень хочу познакомиться и прочитать. Спасибо большое. Да. Вот 250 штук пока только вышло на русском, да, на якутском 2000 экземпляров. Пока вот Аяр. Это Нучалы, да? Это на русском. Не Сахалына. Да. Ну ладно. Как подойдет, сразу принесу. На следующей неделе, наверное, подарю. Пока потерпим и такое. Да. Не, я шучу, конечно. Не, Амбросьев, в смысле, который перевел, тоже прекрасный писатель. Да, я думаю, в его переводе тоже будет очень интересно. Одним словом... Ты занимался продюсированием... Занимаешься продюсированием Александра Амбросьева. Да, Александр Амбросьев Сайлыкола. И сейчас вот именно вот на русском переводе прочитал сам Сергей Чудышвили. Вот, самое прекрасное. И он сам позвонил мне в мае. Как его «Золотой голос России», да? Его да, первый голос, получается, официальный голос канала СТС. И он считается в мире вообще аудиокниг номер 1. Именно в аудиокнигах. Да, ради спектаклей. Я, кажется, слушал какие-то книги его. Да, он Пелевина очень хорошо на сегодняшний читает. день наиболее талантливый, наверное. Да, самый-самый такой востребованный. И я был удивлен, что такой человек сам позвонил, вышел на связь и сказал: я прочитаю, обязательно читаю. Я прочитал полностью книгу. И он похвалил даже автора, что давно не встречал вот такую литературу. Именно вот Сахалар Магёте вот. И поэтому ждем, вот с середины июля уже с этого месяца мы начинаем
получается, работать с Сергеем Чунышвили над аудиокнигой. Выход аудиокниги. Да, но это ради моноспектакль. Ну, я так вижу, что амплуа Сергея Чунышвили вообще точное Не, попадание. по моим ощущениям, сейчас люди аудиокниги больше слушают, чем бумажные. Да. Например, в машине, когда далеко едешь, обязательно аудиокнига. Или там в спортзале ты, например, бегаешь на беговой дорожке. Или просто бегаешь. Много же людей, видно, Да. очень много людей бегает. Сейчас мы очень в Слушаешь таком быстром темпе развивающем мире живем, да, поэтому не успеваешь. И человек, который привык читать, он же должен как-то приобщиться к литературе. Сейчас, оказывается, иногда вот слушают, даже тизер могут даже послушать, а потом идут искать именно в бумажном носителе. И поэтому тут очень такая для литератора, то есть для писателей уйма возможностей использовать новые технологии и выйти на Да. своих Я вот читателей. хочу сказать, что аудиокниги как бы это новая жизнь для традиционной литературы. Да. Для длинных романов, для Мгм. вот такого формата. То есть они оказались вот востребованы. Как вот, Да. вроде бы какое-то время бумажная литература вытеснялась там социальными сетями, вот этим шорцами, рилсами там. Но мне кажется, умные люди, они считают, что это нужно проводить время с пользой. Если ты далеко едешь на машине, включи аудиокнигу, ты куда-то доедешь и одновременно как бы прокачаешься, получишь какие-то, серьезную информацию. И мы еще не должны забывать о наших, о наших земляках, которые работают дома. Допустим, охранники могут быть, да, это сторожи, еще старшее поколение уже, которые дома сидят, да, в квартирах в основном. В основном они телевизоры не смотрят, они любят слушать или читать, одно из двух. И для этого вот аудионосители, подкасты, аудиокниги, хорошая, настоящая классическая музыка даже может быть, да, это дополняет всю краску В общем, жизни. ты из формата радио переходишь в формат интернета. Да. Аудиоконтент для интернета, да, твое направление. Да. Вот, начал уже с большого, с Чунишвили. Еще какие проекты у тебя в работе или в планах ближайших? Ну вот Арма это очень сложный проект будет. Мы хотим ее презентовать в Китае зимой. Да, и хотим выйти, перевести не только на русский, да, получается. Сейчас идет период на башкирский, на английский. Сейчас ребята и я ищем человека, который бы перевел на китайский язык и издаваться там в Поднебесье. Вот это большой проект один. И, конечно же, вот проект, который мы начали с весны, это «Арктический квартирник», который скоро выйдет, товарищи. Вот меломаны меня каждый раз спрашивают, когда выйдет эта передача «Квартирник». Мы точное название нашли, это будет «Арктический наш квартирник». Я не хочу ограничиваться именно только якутской культурой, а хочу, чтобы это было обширно, чтобы это было многополярно. Арктика это же практически пол земли, и я хочу наполнить его музыкой, качественной музыкой, живой музыкой. Ну, вот твои проекты, они все очень похожи на государственные, но ты их хочешь реализовать как частная компания. Вот как ты вот это видишь, финансирование? Но все равно здесь должны быть коллаборации. Мы Мгм. все равно с политикой государства никак не можем отходить. Мгм. Я сам по образованию историк, и поэтому я не имею даже права выходить из этого. И я вот себе выбрал именно направление культуры, получается, да. И, как я всегда говорю, наши двери открыты для коллаборации, для общих таких рабочих моментов, чтобы вытаскивать хорошие контенты, именно национальные контенты на мировой уровень. Вот для этого мы должны все стараться работать совместно, а не так, ты ты не из нашей команды, такого не должно быть. И так нас мало, по идее, творческих людей. Не, ну ладно, да, вот то, что делает НВК Саха, вот радио, видео, тебе кажется, что это недостаточно? Нет, что нужно открыть еще одну арктическую медиакомпанию, которая будет это. Ну и она должна быть коммерческая.
Ага, параллельно. да. Частная видеокомпания. Да. И просто сейчас частных студий там много, по идее. Мгм. Да? Ага. Есть даже коллеги, которые работают на МВК, которые тоже работают, даже имеют свой ИП, самозанятые, снимают свои документальные фильмы. Так и должно быть, наверное, потому что творческий человек всегда хочет внести какую-то свою лепту для культуры родной республики. И получается, что НВК это очень мощная медиакомпания, наша республиканская, это центральная наша компания. Частные студии, компании, они должны как бы совместно тоже работать и выходить на связь. Потому что если даже по времени посмотреть, по хронологии, да, вот, то есть время вещания, 24 часа в современном мире. Раньше такого не было. Вот, даже на телевидении. Помните, там было 8 часов. Вот. Когда я вот начинал работать в НВК, там всего лишь, по-моему, было 16 или 15 часов. А сейчас 24 часа. Радио, если взять радио, там было 8 часов, потом стало 16 часов. И буквально 3 или 4 года тому назад сейчас она вещает на FM формате 24 часа. Видите, сколько времени это? А у нас сколько временных поясов-то во всем мире. И везде живут наши родные земляки, Сахалар. Не, я тоже ничего плохого не хочу сказать про НВК Саха. Нет, это крутая супер компания. крутая компания, но мне кажется, они ограничены форматом эфира. Мгм. Или как вот бумажная газета, она ограничена размером бумаги. Поэтому там все место экономят, заметки все укорачивают. Да. И у нас же есть возможность выкладывать неограниченное количество видео. Да. И если вот, допустим, вечером ты на телевизоре хочешь посмотреть YouTube, там очень мало контента на якутском языке интересного, очень мало контента, который вот сделан бы здесь у нас в Якутии был. Хотя вот НВК огромная медиакомпания, много контента делает, но все равно интернет он настолько безграничен, что мы можем потребить там в 100 раз больше контента, чем производит НВК. Да. Еще сейчас есть для смарт-телевидения всякие приложения, ОКО, Вины, да, там тоже есть свое телевидение, если так сказать. Да. Развлекаловка, клипы, там не только Не фильмы эфирное, а показывают, телевидение по запросу. Да, телевидение по запросу, вот точное определение, кстати. Вот, поэтому вот это направление, конечно, нужно развивать, как и якутское кино, оно начиналось же как частная компания, да, на энтузиастах. Поэтому я думаю, вот это интернет-вещание, интернет-контент, это... Да, и там в будущем, наверное, у нас есть такое, как бы, все мы хотим, конечно, там форма может быть другая, но будут такие отдельные каналы. Вот сейчас же открыли вот детский канал, телеканал. Это вообще супер. Сейчас на якутском мультики идут. Даже ладно, переводят, хорошо, да. но тем не менее, вот медиакомпания ЧЕК как будет зарабатывать, по-твоему? План какой у вас финансовый? На чем вы хотите зарабатывать? Как говорит Дудь, сколько ты зарабатываешь? Я шучу. Я не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Давай про медиакомпанию. Как она будет зарабатывать, по-твоему? Как ты видишь вот эту перспективу? Во-первых, это плановость. Мы будем работать именно проектные, плановые работы. Получается, да? Гранды, тендера. Мы еще должны внести туда свои именно идеи, именно проекты, чтобы они финансировались. И они должны сами себя окупать и приносить доходы не только для нашей компании, да, а приносить в виде налогов нашей республики. Вот такие амбициозные планы. Это звучит как-то амбициозно, но если это очень правильно построить, механизмы все отрегулировать, это может так быть. Будем крупными налогоплательщиками. Да, серьезно говорю. Дай бог. Я вижу такую проблему, да, смотри, с одной стороны, есть огромный дефицит видеоконтента. То есть сегодня каждое предприятие, оно превращается в маленькую телекомпанию. Да. То есть каждое предприятие должно иметь свой YouTube-канал, выпускать свои рилсы, шорты, рекламные видеоролики, какие-то имиджевые фильмы. Короче, видеоконтент. СММ.
СММ. Это основа СММ. Да, СММ Нет, отделы. нет, отделы. вообще основа коммуникации с Да. аудиторией. Раньше были сайты, это уже вчерашний день, текстом там, или там публикации в газетах предприятия себе заказывали, да, там, это все вчера. Сегодня предприятия должны делать видео. Сейчас еще идет слияние, походу, да, вот интернет-контентов с журналистикой. Потому что вот интернет-контент делали Не, ну, блогеры, Да, как бы. подожди, я ломы. мысль закончу. Вот Ага. есть огромная потребность в видеопродукции у предприятий Якутии. Есть. Огромная потребность. У частных, у государственных, у любых, да. При этом у нас вот операторы, вот, которые в кино работают, они между фильмами там часто ходят без работы, говорят, нет заказов. То есть, получается, с одной стороны, есть дефицит, жесткая потребность. Им же надо продавать. Да. Нужно показывать, нужно рекламировать, нужно что-то делать. Они сидят и ждут, чтобы хоть бы появился такой классный оператор, снял бы про мое предприятие четкий ролик. Да, они сидят и мечтают об этом. А в это время операторы, которые киношные, там, супер творческие ребята, они как сидят между фильмами без работы, без этого. Вот я думаю, если это как-то получится состыковать, Да. организовать этот Настроить. процесс рабочий, там, чтобы при этом были толковые сценарии, чтобы это было проработано, и потом, чтобы эти видео хорошо распространялись, набирали много просмотров, там, через платное продвижение, бесплатное, через блогеров, через паблики и так далее, то получится очень классный, мне кажется, коммерческий проект. Да. Коммерческий. Это уже креативная экономика уже. это Да, получается. потому что мы должны обеспечить предприятия Якутии Контентами. качественным видеоконтентом. Да, у нас вот много раз мы всегда говорим, у нас проблема национального контента стоит очень остро. Вот видите, да, сейчас 8 миллиардов человек на Земле живет, и каждый выпускает свой контент. И сахалар должны туда конкретно Нет, и это влиться было бы распространяться. хорошо для развития, потому что на эти деньги покупалось бы оборудование, достойно бы оплачивались операторы, режиссеры, там, звукорежиссеры, монтажеры, там очень большой уже сформировался в Якутии вот этот пласт людей креативной экономики, которые вот работают именно в креативных индустриях. Вот нужно просто как-то создать вот это взаимодействие, я думаю. Вот я вот это я хочу пожелать Да. нашей с тобой арктической компании. Вот эту задачу как-то реализовать. Так, ну что, на этом, что еще ты хочешь? Ну, сообщить? пока много раскрывать не буду секретов. Я сегодня вот это рассказал о Арма. Дорогие слушатели и кто смотрит нас, обязательно купите. Она не такая дорогая, где-то около 800 тысяч рублей на рынке сейчас стоит в библиотеке. И она считается одним махом. Не, давай еще про арктическую медиакомпанию Че. Расскажи, что на сегодня есть. Но сегодня мы можем... Во-первых, Анатолий Кириллин у нас есть. в Да, чате. это главный наш Анатолий Анатольевич Кириллин. Да, Скоро с ним тоже выйдет передача. наш духовный отец, Да, идейный вдохновитель. Мегабосс. Вот, Анатолий Анатольевич. Ну, сейчас у нас костяк команды уже сформировался. Сейчас мы можем, как коммерческая компания, делать прямые эфиры многокамерные. Вот международный кинофестиваль возле Сахатеатра. Красную дорожку снимали мы, точнее, Да. транслировали мы, не снимали, а Да, транслировали. то есть весь мир мог в реальном времени смотреть красную дорожку Якутского кинофестиваля. И она была снята, я считаю, достойно. Там были рельсы, камера каталась, Да. картинка была 4 качественная, монтаж звук. делался по ходу. Мгм. Вполне достойно было, не стыдно было перед всем миром. Конечно, не Каннский фестиваль, но... Это как бы, начало. да. Начало. В следующий раз там будут все летать, Не, но наши краны, там возможность актеры, снимать. режиссеры, которые проходили по красной дорожке, я считаю, выглядели достойно. Ягодда Сахатиня тигер. Да, и огромное спасибо, конечно, Сахафильму за то, что оказали такое доверие, такую Да, серьезную мы вообще работу. волновались, как мы все это дело пройдет. Ну, В общем, сейчас есть техническая возможность проводить трансляции любой сложности. Да, с любой точки мира еще. Везде, где есть интернет. Ага. Сейчас, слава богу, оптические линии везде проведены, даже в арктических улусах. То есть теоретически мы можем куда-нибудь там приехать. Даже на природе можем сидеть, Да. если там спутниковый интернет, и вещать максимум у нас Ну, в например, данное время с 7 камер можем Да, вещать. например, какой-нибудь 7 там точек. юбилей Улуса или открытие там больницы, что-то Спортивные еще, спортивные игры. мероприятия, мы можем с нескольких камер в прямом эфире
одновременно несколько социальных сетей, в данном случае там YouTube и ВКонтакте, да, Да. мы можем вещать. Это, если так посмотреть, мне вот знающие люди посмотрели эту трансляцию и вы вообще сказали, что это новый этап развития вообще вещания, что вот именно частники начали вещать на многокамерных вот, разного, с разной точки получается, да, вещание. И это очень такой большой плюс. Ну это вот надо еще сказать, что это мечта Анатолия Ну, Кириллина, говорят, который, с 90-х. да, который работал режиссером на НВК, и он всю жизнь мечтал, чтобы у него была частная ПТС-ка телевизионная. И вот он, эта мечта вот его реализовалась. Да, так что Анатолий Анатольевич вообще молодец. Да, он все-таки вот свою какую-то цель добил. Да. Ну, технологии развивались, и теперь эта ПТС-ка, она помещает. Вот там у НВК там огромный автобус же этот переносная. Да. А Ну, тут, мини-ПТС тоже да, есть у них. Но здесь все-таки это ВГТРК, НВК, это все-таки государственные, получается. У них возможностей много, это супер. А именно для частных, коммерческих, вот это впервые в этом году проявляется, что мы тоже можем вещать на интернете прямые трансляции. Так что сейчас самое главное это кадры. Мы всех приглашаем. К нам можно вступить только трудом, потому что труд создал человека. Arctic Media Че, портал будущее. Вот, да? Даже рекламу так спацать можно. Так что, ну, потом мы пойдем на короткий метр, хотим большое кино снять, сериал хотим снять, квартирник Арктик еще развить. Еще у нас будет продюсирование. Сейчас мы работаем над синглами заслуженной артистки Сахаи. Еще у нас на подходе 5 рок-групп, да, которые мы должны с ними еще заключить контракт на 5 лет, да, и уже представлять их за пределами республики. Потому что музыка наша, она уже может иметь даже международный мировой ну, статус. в общем, основных направлений работы 3. Вот продюсерская работа, Да. вот то, что все, что ты рассказал. Работа, связанная с маркетингом, рекламой, продвижением, вот сюда обращайтесь. И все, что связано с оборудованием, техническим обеспечением, это все Анатолий Кириллин. Да, у нас аренда оборудования даже есть. Можете Да. арендовать То у нас. есть, в принципе, мы можем, если нужно, снять на уровне якутского кино. Мгм. Вот такая вот маленькая рекламная интеграция. Ну, бәйбіт канал бұтер хайват автобна хандык всех вот и вот они. Ким Кепсера. Вот и Вот кинка все. точно так же и вы. Вот, конечно, вот прекрасно, если вы попадаете на НВК Саха, но у них же другие задачи стоят. Вот меня там часто снимали там, Мгм. но они же показывают то, что нужно показывать государственной телекомпании. Так и должно Им в твой маленький бизнес там что-то продвигать нет никакого смысла. Поэтому если вы хотите именно свой улус, свое предприятие, там, свой бизнес или свой личный бренд, о нем как-то хорошо, красиво рассказать, вам нужно тематически снимать именно Да. с этой задачей. То есть на уровне сценария это должно быть уже сделано вот с какой-то такой направленностью. И вообще вот эта артическая компания, она должна упаковывать именно проект в будущем. Упаковка, любые проекты упаковать, именно стать медиаподдержкой. Вот. Такая вот задача, которую мы должны решить. Решим даже. Ну все, надо переходить к следующему блоку, наверное. Да. Пока солнечный удар нас не хватил. Ну, мы приехали, значит, на Хатасскую протоку. Уже вечерело. Да. Видишь, мы с тобой уже весь день ходим по Да. полям, по городам. Давай немножко вот видишь, такая обстановка лирическая, птички поют. Давай о семье, о детях 5, жизнь в Хатасах. Ну, еще раз всех поздравляю с годом семьи в России, годом детства в республике.
Вот это замечательные программы, которые, кстати, мы Сахалар начали же, да, при еще первом президенте Михаиле Ефимовиче Николаеве, что каждые года кому-то прирученные. И вот год семьи, и я как отец большой семьи, уже получается по документам, да, у нас 5 детей, старший закончил школу, да, младшая самая маленькая, она Аллах маленькая, да. Ага. Ну вот, вообще смысл жизни — это семья. С детства у меня так было, как выше я говорил, что счастье — это, конечно же, работать, жить, и все связано с семьей, с семейными ценностями. И вообще большие семьи, наверное, должны жить, ну, в моем понимании, в частных домах. Чтобы была у себя свой огород, теплица, чтобы там коллективно можно было работать со своей семьей. Потому что же, когда я вот жил, и до сих пор живу в городе, в квартирах, да, там очень сложно. Там по распределению труда. Да, там что можно делать? Там, помыть посуду, там, да, там, одежду, там, внутри семьи, да. А если у тебя есть свой огород, своя территория, освоение земли, и оттуда ты еще получаешь картошку, морковь, там, просто вот, помидоры, огурцы, это же ты сам вырастил. Подожди, Это же сельское круто. хозяйство не тема. Сейчас мы Ну, вы же говорите. дошли до огурцов. Нет, я шучу, но действительно вот, оказывается, дети очень быстро вырастают и уезжают. Да, И ты, оказывается, не успел с ними ничего да, вместе поделать. пообщаться. Да, не успел. Да, у них уже своя жизнь начинается. Это время Очень быстро, начинает очень быстро. И вот таких наших коллективных Ну, раз мы вещах- уже такие с тобой, с точки зрения таких пожилых, повидавших людей говорим, Как давай, родители. Да, как родители, давай скажем какой-нибудь вот тем людям, которые вдруг, если такие найдутся, которые захотят пойти по твоим или по моим стопам, вот, двигаться в сфере культуры, там, журналистики, шоу-бизнеса, рок-музыки, вот молодые Да. ребята, что бы ты вот им скажешь, посоветуешь, напутствие или что-то? Во-первых, твоя деятельность не должна мешать твоей семье, твоим близким. Она не должна мешать. Вот говорят, творческие люди, они сами по себе чуть-чуть чокнутые, иногда, извините за выражение, да. Мы все фантазеры, мы все люди, которые думают образами, да. И наша работа заключается именно, чтобы что-то творить, что-то делать, какие-то там проектами заниматься, да. И без семьи, без детей, без хозяйки дома, да, это очень сложно, наверное, в моем понимании. Но, слава богу, я очень рано женился. Я никогда не жалел об этом и до сих пор не жалею. И вот чтобы творить, Тебе сколько было лет на тот момент? ну почти 19. Мы с тобой похожи. Мне тоже было 19 лет. Я все время шучу, что я женился в детстве. Да. И получается, как Мы с тобой, будто оказывается, похожи. в да, этом плане. моя супруга, это как сказать, это я, она это Передадим ты, это привет. я, да. О, как это привет. Спасибо, что вы нас терпите, да. Нет, ну вот. Спасибо, что вы нас воспитали и вырастили. Да. Вы же сидите, как бы, Выкормили и мужчины. вырастили. Вот такие Какие красивые, мы стали, да, да, такие красивые мужики сидим. Вот, в таком красивом виде. да. И самое главное, вот семейные дела вот на таких творческих процессах не мешают. Потому что все там должно четко по графику. И вот именно семейные встречи всегда в основном происходят во время труда. Вот если всегда говорил, да. Летнее время в деревню уезжаем, и на Сенокосе месяцами мы живем в Ютяне. И там общаемся со своими родителями, то есть дедушками, бабушками, дядями, тетями, близкими родственниками. И коллективный труд, заготовка сена. Это для народа Саха, это самое главное, я так думаю, летнее времяпровождение. Труд коллективный. Вот это объединяет семью. И подсобное хозяйство, это круто. Почему я это говорю? Хотя я работаю в культуре. Культура же это когда-то в Древнем Риме один трибун
написал же целую работу, которая называется «Культура. Как управлять рабами». Да, вот, ну тогда так было. Ага, вот. И они заготовляли, вот, допустим, огородами следили, там бурдук генеральдар, да. И вот как с ними вот управлять, было написано вот трактат, который назывался «Культура». Вот. И оттуда и сельское хозяйство без культуры не бывает. А если ты видишь, как все это растет, как мы сахалет тахана үйіндер биппетен сомсалам себя ведь сирам саяр джамбутугар амсатар балах. Это же счастье. Ну, культура, это же сельскохозяйственная культура, это тоже культура. Да. Мы же ее возделываем. Да, там. все, что создано тоже. человеком, это культура. Мгм. И поэтому вот молодежи я могу сказать, и сейчас, наверное, люди, которые слушают, молодожены, да, я как опытный тамада, уже 20 лет в сфере тамадирования, могу сказать, что надо работать коллективно, с семьей. Какие-то там должны быть должностные обязанности внутри семьи. По способности и по возможности, по физической даже, да. Слава Богу, у меня родители это передали, что кто-то за чем-то отвечает. И это называется семья. Не, я с тобой абсолютно согласен. Я же был вообще одно время сторонником такой индивидуалистической модели, да. Мгм. Потому что в советское время нас немножко перекормили этим коллективизмом. Там, в туалет ходить по звонку, там, да, вот это все строим везде, все. Ага. И я какое-то время я был сторонником очень индивидуалистической такой. Надо быть фрилансером, там, уехал там куда-нибудь в Таиланд, сидишь там, Да, работаешь, один сам себе Пальма. хозяин, Я никто, бывал в этих Таиландах. да, никто что-то не тебе понравилось мне. ничего, да, вот ты такой весь один, весь. Но оказалось, что вот здесь очень много ловушек спрятано. Ага. Во-первых, ты не можешь брать какие-то масштабные проекты. Все твои проекты становятся все меньше, меньше и меньше. Потому что ты же все делаешь сам. Мгм. Когда ты делаешь сам, ты не можешь увеличить масштаб. Да. И ты вынужден его все сокращать, сокращать. В конце концов, ты доходишь до того, что ты копаешь траншеи чайной ложкой. Понимаешь? Когда Вот. можно заказать? Да, когда можно было заказать трактор, один трактор. звонок, и он приехал, там все выкопал. Вот это ловушка, в которую ты незаметно попадаешь, когда ты работаешь один. И второе, вот эта вот удаленная работа, вот это все, оно тебя провоцирует к прокрастинации. Откладывание, перенос там. В коллективе ты зависишь, ты же на виду у людей, люди же видят, как ты работаешь. Ты Мгм. вынужден придерживаться графиков там. Да, ровно быть Когда на ты месте. сам себе все. И я вот сейчас пришел абсолютно к тому, что коллективное вот это вообще мышление и вообще в целом мы не можем, как сказать, ты не можешь быть один богатый в Хатасах. Никак. Ты не можешь один себе здесь построить дворец. Тебе надо, чтобы Хатасы целиком развивались. Да. Вся деревня, чтобы Ну, так же есть, росла. вот, допустим, И тогда тебе здесь будет комфортно. Да. Понимаешь? Если ты один себе построишь дворец за высоким забором, он все равно будет, если вокруг там все будут пить, там, в нищете, голодать, ты не сможешь там нормально. То есть наше общество должно, мы должны наше общество растить все вместе. То есть каждый туда должен что-то вкладывать. В глобальном смысле вообще Да. мы человечество. Да? да, да. Мы все развиваемся, в принципе, все человечество, вот технологии приходят примерно одинаково ко всем. Какие-то там преступность снижается там по всему миру благодаря видеонаблюдению. Там. Да. То есть мы как бы растем, развиваемся, жизнь улучшается у всех. И каждый человек для этого что-то делает. Что-то я тебя сильно перебил. Не, ну, короче, не- я вот да. поэтому, да. Человек ты это всё- общественное животное, могу да, но сказать. ты это все сводишь к семье, вот мне это в тебе очень нравится. Семья, семья, семья. Не, я вот здесь вообще не могу спорить ни с тобой, ни с Путиным. Вообще 100% я поддерживаю. Но еще раз вернемся вот молодым журналистам, блогерам, там, эстрадникам. Все-таки твой совет. Значит, держись семьи, что ты еще им скажешь? Да, будь любознательным, читать, и самое главное, смотреть точку с разного ракурса. В разрезе даже можно посмотреть, сверху, снизу. Смотри шире, да? Да, вот это? шире надо смотреть, потому что в кое в чем мы все заблуждаемся всегда, потому что человек не может все знать по определению. Я же и здесь географическое положение тоже очень многое зависит. Допустим, мы же не можем же сравнивать культуру, допустим, из Китая и культуру, допустим, Сибири.
Это же совсем другое. Там зимы нету, там экватор, да. Там все по-другому, все течет у них время. И мы благодаря тому, что народ Саха, жители вот большой республики, 33 миллиона с чем-то квадратных километра, да. Если так вот взять Чульман внизу, да, есть Чульман и житель Булунского Луса, когда встречаются в центре Туймады в городе Якутске, они общаются и на русском международном, то есть языке, и на якутском Сахалытылынан, да. И они же друг друга очень хорошо понимают. А в Европах, как у них там, я так понял, что там, наблюдая и читая их историю, что соседние города, вообще вот километров там на 10 ты прошелся и друг друга не понимают. Допустим, житель Гасконии не может понять жителя Шампани, допустим, во Франции. Там у них диалекты всякое разное другое. Это же сложно, там культурные коды разные. А у нас вот такие просторы, и мы друг друга понимаем. И она еще сводится к вселенной Олонхо, где еще 200 чем-то мифологических таких рисунков. Наверное, это всего часть, многое мы потеряли, потому что документировать и писать и оставлять на источниках мы научились недавно, вот в современной истории. Может быть, где-то есть какие-то клинописи или там все будет написано, да, но пока историческая наука до этого не дошло. Потому что я как дипломированный историк всегда апеллирую на источниках, всегда. Ну вообще вот есть такая проблема туннельного мышления. Человек погружается в свою проблему и ничего больше кроме нее не видит. Да, есть такое. Вот Со он, всеми. и он чем серьезнее проблемы, тем сильнее он может уйти туда. Это потом он приходит в депрессии там. И Да, так далее. заболеть может. Всегда это полезно остановиться, как-то отойти на расстояние и посмотреть на проблему издалека. Да. Что там еще вокруг происходит. И поэтому молодежи советую, давайте наблюдать со стороны друг на друга, да, и попытаться общаться и найти какие-то там... И приходите к нам, к старикам, и Я спрашивайте. я не старик, если что. Не, ну вообще, давайте общаться. Да, Давайте общаться надо, разговаривать. да. Не, реально вот некоторые люди ходят что-то, да, там на тебя обижаются, что-то про тебя думают. Там. Ну подойди ты ко мне, вот, Да, и город спроси. маленький. Да. Спроси вот так, сядь, поговори. Да. Что ты думаешь обо мне, что ты, что-то, да? Покажи, Ну, что ты давай умеешь. как бы, разберем это на составные части. Может быть, я действительно ошибаюсь, и я приму и соглашусь. Да. Все обсуждаемо, или кто-то может что-то посоветовать, что-то может с другой стороны. Короче, давайте коллаборироваться, объединяться, сотрудничать, придумывать проекты. Да. Сейчас очень много возможностей у нас появилось в современное время. Да? И у нас очень, вот, допустим, взять я выпускник нашего альма-матера, получается. Благодаря моим преподавателям, я благодарен моим преподавателям исторического факультета. Я благодарю своим учителям Делинской средней агрошколы, особенно учительница истории Люся Павловна, привет. Вот они нам, если так современно сказать, укротить, нам дали они программу восприятия мира. Да. Можно соглашаться, можно спорить, да, но истина-то одна. И поэтому для развития нужен коллективный труд. Ну вот, видишь, как нас хорошо снимают с 3 камер. Тут нас приехала Да. целая бригада ребят, все работают, видишь. А так бы я один бы, что там вот на селфи-палку, что бы я тут наснимал, да, и как бы это было. Тут вот, когда коллективный труд, все выглядит совсем Да, иначе. цивильно, ага. И самое главное, здесь ставят кадры, да. Ну что, ребята Иван, работают. спасибо тебе за этот классный день в Хатасах, в городе, за это лето, за Да. эту реку, что ты меня вот как-то оторвал от моих моих проблем, вот, вывез, дал подышать, поговорить о прекрасном. Вот, друзья, если вам это как-то резонирует, как-то вы вот эти делитесь с нами, вот это, Да. чувствуете, о чем мы В говорим. комментариях пишите. Пишите в комментариях, пишите нам, подписывайтесь на Ивана, на мой аккаунт. Студия пишите. Чая. колокольчик Звоните, поставьте. встречайтесь, можно, мы живем в маленьком Якутске. Да, нас Можете мало. написать: Басалаев, давай встретимся, кофе попьем, я приеду, встречусь, с удовольствием поговорю. Да. Не стесняйтесь, не бойтесь, да. Давайте еще такие интервью снимать. Еще Надо, с кем-то, надо. да. Ты тоже, Иван, отдельно тоже снимать. Обязательно сделаем. Ну всё. Хаяна Ча. вот.
Че. Че! Всё.